Не надо бояться, надо пробовать. С таким девизом по жизни шагает воспитательница детского сада с 17-летним стажем Елена Каданева. Поэтому переживания педагога оставила на заочном этапе конкурса. На очном готова делиться с коллегами своими открытиями. Мнемотехника, уверена Елена, поможет полюбить кумий-язык малышам. В ее группе малютки на втором государственном говорят с утра до вечера. Мнемотехника – черпать судьбам кувьяз. Мнемотехника – это когда слово прячем в рисунки. Если с малышами работаем, здесь рисунки должны им нравиться, они должны быть с узорами. А более старшим детям рисунки схематичные. Я попробовала, у меня получилось. Дети с большим желанием учат. Да и меня работа захватила. Этими знаниями я поделюсь с другими. Игровые моменты, проекты, исследовательские и групповые работы – все это использует на занятиях кумий-языка учительница из Кослана Анастасия Бушенева. И у ее русских учеников не возникает вопроса, зачем нужны эти уроки. В моем классе в 7 Б 100% выбрали кумий-язык, как государственный. Мы так учим. У каждого участника конкурса свои изюминки. Ведь на скучном уроке у ребенка едва ли появится желание изучать кумий-язык, считает строгое жюри, а потому оценивает каждое выступление особенно придирчиво. Их надо мотивировать, чтобы уроки были желанные. Конечно, каждый учитель использует на уроках игровые формы, разные технологии. У них собран большой материал, который нужен нам всем учителям. Очень хорошо, что есть этот конкурс. Сегодня педагоги представили свои визитные карточки с творческим подходом, со стихами, песнями и даже сказками, а затем за круглым столом показали умение защищать свою точку зрения. В последнее время, когда идет информатизация, развивается техника, стало все сложнее сохранить язык и культуру. И я считаю, что лучше всего это можно сделать через уроки кумий-языка, показать всю красоту нашего края. Нам особенно отрадно видеть, когда конкурсанты поднимаются на сцену в кумий-национальных костюмах. Сразу видно, кто откуда. Победителям достанутся не только лавры, но и возможность продемонстрировать свое профмастерство на федеральном уровне. В прошлом году на всероссийском мастер-классе учителей родных языков наши педагоги взяли 2 и 3 места. И это при том, что конкуренцию им составили представители более 60 регионов. Елена Кононова, Олег Жуковский, телеканал «Юрган».